Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства. Соответствующие поправки в действующие правила разработали совместно Агентство по страхованию вкладов и Центробанк. Согласно им, на повышенную компенсацию смогут рассчитывать некоторые категории вкладчиков, имеющие высокие остатки на счетах в силу особых жизненных обстоятельств. К таким обстоятельствам будут относиться полученное наследство или продажа жилья. Ранее похожее предложение озвучивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Среди особых случаев, когда вкладчикам будет полагаться повышенная выплата, она назвала получение выплат от страховой компании и социальных пособий. По действующим правилам компенсация в полном объеме выплачивается в размере до 1,4 миллиона рублей. Если на счету в обанкротившемся банке находится больше средств, разница выплачивается владельцу в порядке общей очереди при удовлетворении требований кредиторов. Российские компании заняли 22 позиции в списке крупнейших мировых корпораций, составленном журналом Forbes. Всего в него вошли 2000 фирм. Авторы списка оценивали компании по 4 критериям: выручки, прибыли, размеру активов и рыночной стоимости. В список попали только публичные предприятия, те, чьи акции торгуются на бирже. Лучший результат среди российских корпораций, это 40-е место, показал «Газпром». Его выручка по итогам 2018 года оценена в 128,4 миллиарда долларов. Чистая прибыль почти 19 миллиардов. На 47-м месте оказался Сбербанк. Третьей среди российских компаний стала Роснефть в тройке с показателем 112,9 миллиарда долларов выручки и 8,7 миллиарда прибыли. Правительство России поддержало законопроект об установлении предельного срока оплаты заказчикам товаров и услуг при госзакупках. Законопроектом предлагается установить, что срок оплаты заказчикам поставленного товара, выполненной работы, наказанной услуги по договору должен составлять не более 30 дней с даты подписания им документа о приемке товаров, выполнении работы или оказании услуги по договору. Кабмин считает целесообразным установить предельный срок оплаты, но предлагает предусмотреть обязанность заказчиков положения закупки устанавливать перечень товаров, работ и услуг, при приобретении которых не будут применены иные сроки оплаты или порядок их исчисления. Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян, но закона о введении цифровых трудовых книжек до сих пор нет. В Минтруде сообщили, что внести соответствующий документ в Госдуму планируют до конца весенней сессии, чтобы он начал работать со следующего года. При этом эксперты уверены, что спешить с отказом от бумажных трудовых пока не стоит. Не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с ними. Кроме того, аналоговую трудовую книжку лучше сохранить на тот случай, если данные при передаче в пенсионный фонд потеряются. Прецеденты, говорят, были. Увеличилось общее количество обращений жителей Якутии в Банк России. В первом квартале 2019 года наблюдался рост числа жалоб на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего жалоб, это 62%, пришлось на кредитные организации. Из 122 обращений клиентов банков 40% связаны с потребительским кредитованием. В основном это жалобы на невозможность исполнять обязательства по кредитам, отказ в реструктуризации долга и навязывание дополнительных услуг. В 6 обращениях якутяне отмечали навязывание кредитной организации векселей субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка. В 14% случаев якутяне обращались в Банк России в связи с неудовлетворенностью работой микрофинансовых организаций. В отношении страховых организаций от жителей Якутии в Банк России поступило 16 жалоб или 11% обращений. В большинстве случаев они затрагивали вопросы ОСАГО, а именно применение коэффициента бонус-малус и нарушение сроков выплаты страхового возмещения или отказы в его выплате. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.